Бремя страстей человеческих, актуальное во все времена и разыгранное представителями нового поколения, всегда воспринимается по-новому. В Казани продолжаются гастроли старейшего академического российского театра «Малого», представители которого несут со сцены чистоту великого русского, а в современных телесериалах разговаривают совсем на другом языке. О чем говорят и думают герои классических произведений, Дмитрий Пивоваров. Боже, какой очаровательный роман! Здесь дышит буквально каждая деталь костюма, который придумала художник Оксана Ермольник. Кажется, что ты и сам перенесся в 19 век, в ту самую усадьбу, где Федором Достоевским выстроена удивительная атмосфера села Степанчиково с парадоксальным Фомой Опискиным и окружением, который тупо следует за абсурдными порой замашками своего обожаемого господина. Мне хотелось немножко отстраниться от этого персонажа, немножко, чтобы это была скорее маска. Маска, но не как, так сказать, маска комедии дель арте, но она маска сосредоточена еще на основе, так сказать, русского психологического театра. За поясью Достоевского стоит шлейф блистательных ролей, когда-то сыгранных актерами 20-го столетия, от Алексея Грибова из МХАТа до Сергея Юрского, который привнес в речевую лексику оттенки голоса Жириновского для пущей убедительности. Отзвуки голосов тиранов прошлого слышны и в оттенках речи современного Фомы Опискина. Мы как-то сговорились, что мы будем свою версию такую делать, этого произведения. И у нас Фома Фомич, в общем, получился не такой тиран, как вот он, так сказать, в истории театра существует. И такой вот образ у него отрицательного персонажа тирана. Как христианин я прощу и даже буду любить вас, но как человек и как человек благородный я поневоле буду вас презирать. На сцене актеры произносят каллиграфические тексты, в современном телевизионном мыле говорят, как заложено в сценарии. И в этом есть также парадокс слияния прошлого и настоящего. Это наше все. Вот, а кино надо для популярности, по большому счету, потому что вот не все имеют возможность приехать в Москву, в Малый театр. К сожалению, в наше время вот такое сложное, непростое. Поэтому благодаря вот сериалам люди хоть и знают, что так вот этот он же снимался, и сегодня там будет выходить на сцену, вот когда в других городах. Был коротко знаком человек, очень замечательный. Истории, рассказанные в классических постановках, современны в любом возрастном отрезке. Это тема разрушения семей и ситуации вокруг правящего сословия, тема быстрых заработков и молниеносной деградации личности. Литература оставила нам ряд роскошных тем для размышления. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».